Сегодня у нас спикерское собрание. После выступления можно будет задать вопросы нашему спикеру Хаиму. חיים, בבקשה, הזמן שלך, אנחנו מקבלים אותך בלחיאות כפיים. אני חיים אלכוהוליסט. Меня зовут Хаим, я алкоголик. Добрый вечер. Я не понимаю по-русски. Розумію по-польську. אני נולדתי ברוסיה. Я родился в России. בעצ'ית, בקולחוז, באורל. В колхозе на Урале, называется ЧИТ. 1944. В 1942 году. Не знаю, как перевести. Альтезахин. Старые вещи. יואל, מה זה אני מתרגש? אין לכם מושג. Я очень волнуюсь, вас даже не בבר представляете, מצווה как. שלי התרגשתי פחות. Когда у меня было бар-мицва, я меньше переживал, чем сейчас. בדיוק לפני 3 ימים, 7 חודשים ו13 שנים הייתי פה במקלט וחגגתי 20 שנים להיות חלק מ-AA. Ровно 7 дней назад. Кама ходочи? 7 חודשים. Сколько дней? כמה שנים? 13 дней, 7 месяцев назад и 7 месяцев и 13 лет назад он был в этом же бомбоубежище и праздновал 20-летний свой юбилей трезвости. ומאוד מאוד, פתאום הבת שלי נכנסה וגיא לא אמר לי שהוא נתן לה את הכתובת ואיך להגיע. И вдруг заходит его дочь сюда, когда он здесь спикерит свой юбилей. Гай, то есть, я ему не говорил, что тут сюрприз его такой ожидает, что она придет, ואני בכיתי, и он плакал. כי זאת הילדה שאני נטשתי כשהייתה בת 12. Потому что это тот ребенок, которую я оставил, когда ей было 12 лет. רציתי לברוח מעצמי ומהאלכוהוליזם שלי. Когда я хотел убежать от себя и со своим алкоголизмом, и от своего алкоголизма. האלכוהוליזם שלי זאת מחלה של בדידות. Мой алкоголизм – это болезнь одиночества. אני אוהב להיות לבד, אני אוהב להסתגר, אני לא אוהב... להיות רק במוח ועם המשקה. Я люблю быть один, я люблю быть в одиночестве, только быть сам с собой в голове и с напитком. והפתרון הוא בדיוק הפוך. И решение как раз наоборот, противоположное. זה להיות חלק מהקבוצה. Это быть частью группы. זה להיות חלק מ-AA. Быть частью А. זה להיות חלק מהשירות. Быть частью служения. וזה מה ששמר עליי. И это то, что меня אם התבלבלתם עם כל המתמטיקה הקודמת, הייתי פה ב-20, היום אני לא שותה 33 שנים, 7 חודשים ו3 ימים. Это если вы запутались с прошлой математикой, то сегодня он трезвый 33 года, 7 месяцев и 13 дней. תודה רבה, ספציבה. אני רוצה לספר לכם מה למדתי, איך הגעתי, איך זה היה ואיך זה היום. Он хочет рассказать вам, чему он научился, как он пришел, как это было, что произошло и что сейчас происходит. וכמובן הנושא שזה החלמה רגשית, emotional recovery. И темой сегодняшнего спикерского это эмоциональная трезвость. השם הזה בא מכתבה שכתב ביל ווילסון כשכבר כל הספרים היו כתובים. Это название было взято с статьи Билла Уилсона, которую написал Билл Уилсон, когда уже вся литература основная была уже написана. וזה פורסם בירחון של AA שנקרא Grapevine. И это было напечатано в журнале
анонимных алкоголиков, который называется Grapevine. באנגלית זה נקרא The Next Frontier, הגבול הבא. На английском это the next 14. Frontier, гבול. Следующий граница, рубеж. Следующий рубеж. יש ספר שזה ספרות תהיה שנקרא Pass it on, להעביר את זה הלאה. Есть книга из литературы анонимных алкоголиков, которая называется «Передай дальше». וזה בעצם ההיסטוריה של AA. Это, в частности, история развития анонимных алкоголиков. ושם מספרים שביל ווילסון סבל 11 שנים מדיכאון. И там написано, что Билл Уилсон страдал 11 лет от депрессии. והחברים שלו מהקבוצה בניו יורק חשבו שהוא שותה. И его друзья из группы в Нью-Йорке думали, что он пьет. למה אני מספר לכם את זה? Почему я рассказываю вам это? כי אני מאוד התביישתי כשהגעתי ל-AA. Потому что мне было стыдно, когда я пришел в анонимные алкоголики. התביישתי במי שאני, Я стеснялся сам במה себя, שאני עושה, то, чем я занимаюсь. והיו לי רגשות אשם, גילט. И у меня Вот было блин. очень сильное чувство вины, очень глубокие и тяжелые. שהם גרמו לי בעצם למצב של דיכאון. И они способствовали моему состоянию депрессии. אבל התביישתי להגיד שיש לי דיכאון, גם לא ידעתי. Но я стеснялся сказать, что у меня депрессия. Но я даже не знал, что это именно депрессия. רוב החיים שלי התביישתי להיות חיים. И большую часть своей жизни я стеснялся быть Хаима. אז שתיתי, זה עזר לי. Я пил, и мне это помогало. ואחר כך גם השתמשתי בעוד חומרים, בכדורים וכל מיני И я סמים. еще пробовал всякие там, таблетки, еще всякие вещества, которые тоже мне помогали. מה בעצם התוכן העיקרי של המסר הזה שביל ווילסון גילה במאמר הזה שהוא קרא The Next Frontier? מה הוא גילה? Какая основная идея и послание вот этой статьи, что обнаружил Билл Уилсон в этой статье «Следующий рубеж»? Что он обнаружил? שעזרה לי מאוד להפסיק לשתות, להבין את זה. Вот понять это мне помогло очень сильно прекратить употреблять. הוא גילה שמחלת ההתמכרות שלו לאלכוהול זה לא רק האלכוהול, אלא זה כל הלמה הוא שתה. Он открыл там для себя, что проблема алкоголизма это не только алкоголь как таковой, а это проблема того, что почему он пил, для чего он пил. לי יש אלרגיה, אני שותה כוסית אחת ואני לא יכול להפסיק. אני יודע. У меня есть аллергия, я пью одну рюмку, и я не могу остановиться. Я знаю это. אבל למה אני כל הזמן מחפש את זה? לא להיות במציאות, לא להיות נוכח. למה? Но почему я постоянно ищу это, чтобы не быть в реальности, чтобы не быть в присутствии, не быть в присутствии? והוא גילה את זה, הוא גילה את זה בלי להתבייש שאני גיליתי את זה בצעד 4 שלי. И он это обнаружил без стыда, что он сам обнаружил это в своем 4 шаге. ביל ווילסון גילה את זה כי הוא הלך לפסיכיאטר. Билл Уилсон это обнаружил, потому что он пошел к психиатру. הוא חיפש עזרה חיצונית. Он искал помощь внешнюю. ומותר לנו עזרה חיצונית. И нам разрешено пользоваться внешней помощью. אז אני רוצה לשתף אתכם מניסיוני, כוחי ותקוותי, מה למדתי בעצם? Я хочу с вами поделиться из своего опыта, своей силы и надежды, что в принципе чему я в принципе научился. איך אני מצליח לא לשתות רק להיום? Как у меня получается не пить только сегодня. כשעשיתי את צעד 4 שלי,
Когда я сделал свой 4-й шаг, גיליתי שמה שעיצב אותי כאישיות התמכרותית, я обнаружил, что то, что меня создавало мою личность зависимого, זה בעצם 1000 הימים הראשונים שלי בעולם הזה. это в принципе, это те 1000 дней, первых 1000 дней моего присутствия в этом мире. אני לא בחרתי שתהיה מלחמת עולם שנייה ושההורים שלי יברחו מאוקראינה, מדרוהוביץ' בוריסלב לסווידלובס וישלחו אותם לקולחוז עצ'ית. Я не выбирал этого, чтобы родиться во время Великой Отечественной войны и того, что его родители из Дрогобыч с Украины убежали в Россию и в эту сибирскую глушь под названием Чит. אני לא בחרתי להיוולד עם 30-40 מעלות צלזיוס מתחת לאפס באורל. Я не выбирал родиться при температуре минус בלי אוכל, 30-40 градусов минус, без מלחמת еды, עולם, אוכל, אוכל, без еды, בלי קר. в постоянном холоде. עכשיו, זה לא כדי, אני מספר לכם את זה לא בשביל הדרמה, לא כדי Я вам рассказываю это не для какого-то драматизации לא, זה ситуации. הריאליות, זה המציאות שלי. Это моя реальность того, где я жил, как я родился и что я... Это была моя реальность. כשהייתי בן 12 ושתיתי את הבלאדי מרי, או מה זה היה, ג'ין טוניק כזה, הראשון שלי, Когда мне было 12 лет, и я выпил свой первый напиток, да, רציתי להקיא, джин-тоник или что-то, он хотел это вырвать. אבל האפקט של זה היה נהדר. Но эффект, который меня вызвал этот напиток, הוא это פתאום был הרגיע отличный. אצלי כל מיני דברים שלא ידעתי שהם קיימים אצלי. Этот эффект, он успокоил его, те вещи, которые его тревожили, которые он даже не знал, что у него там происходит. Просто успокоил его. עכשיו, פיכחון רגשי, emotional sobriety, זה לגלות את כל הדברים האלה, זה צעד 4. ללא פחד, בלי בושה, עשינו ספירת מלאי של עצמנו. Эмоциональная трезвость – это как раз обнаружить все эти вещи, посмотреть на них и без страха. Это, для этого и есть, существует 4-й шаг, чтобы посмотреть на это все без страха. מה שיותר כואב, יותר טוב. И чем больнее ты амити. обнаруживаешь, это еще лучше. Это правдивее и честнее. אני לא יכלתי לבכות, Он не умел плакать, ולמדתי את זה ב-AA. но я научился плакать в анонимных אני לא алкоголях. מתבייש לבכות. Сегодня он не стесняется плакать. החלמה רגשית היא בעצם פותרת לי היום, עוזרת לי לא לקחת את המשקה הראשון. И эмоциональная מחדש. трезвость помогает ему не брать вот эту первую рюмку. היא לקבל את זה שהחוויית חיים שלי הראשונה עיצבה את מי שאני. И принять это то, что вот это первое впечатление, мое ощущение, он создаст то, и создало то, что есть он сегодня. אבל יש פתרון, Есть, но есть решение. וזה פתרון נפלא, И решение отличное. וזה פתרון שעובד. И решение, которое работает. אני הגעתי למצב הזה שלא יכולתי להמשיך לשתות ולא יכולתי להפסיק לשתות. לא יכולתי. Я пришел к ситуации, что я не мог и продолжить пить, и не мог остановиться и не пить. אז הלכתי לפגישת AA. И я тогда пошел на группу А, בדיוק, такую же, כמוכם, как вы. רק בגואטמלה, כי ברחתי לגואטמלה. Только это было в Гватемале, потому что я убежал ב-1980 в Гватемалу. В 1980 году הייתי בן 36, мне было 36, חשבתי שהחיים שלי הסתיימו. и я думал, что моя жизнь закончилась. רציתי למות, Хотел умереть, רציתי לברוח. хотел убежать. היה לי עסק נהדר. У меня был отличный бизнес. היה לי עסק בתל אביב ובירושלים, ומכרתי זיקיונות
אוטו אמריקאי У חדש. меня был бизнес и в Тель-Авиве, и в Иерусалиме, и я продавал права на этот бизнес, и американская машина новая. 3 מלחמות, 6 הימים התשה ויום כיפור, יחידה קרבית, חברים, הכל היה לי. 3 войны израильские, война Йом-Кипур, война в Ливане. אבל И האלכוהוליזם היה друзья, и יותר חזק. все, и уважение, и друзья, у меня все было. Но алкоголизм, האלכוהוליזם היה יותר חזק מכל דבר. был сильнее, чем все это. כל דבר שבניתי, הרסתי. Все, что он построил, разрушил он сам. כל מערכת יחסים שהייתה לי, הרסתי, ברחתי. Все отношения, которые у меня были построены, которые я построил, פחדתי я же לחיות. и разрушил. האמת היא שפחדתי לחיות. И правда в том, что я боялся жить. הכל הייתה הצגה אחת גדולה. Все было красивое, большое спектакль. Спектакль. כמו טפלון כזה, טפלון על כל הרגשות. Как איך, будто, מה שלומך? הכל בסדר, סבבה. как будто нейлоновое какое-то הרגש, покрытие. הרגש чувство. בפנים, הכל בלגן, אני רוצה להרוג אנשים ולמות, הכל בסדר. Внутри происходит буря, не знаю, вулкан, а внутри как дела? Все в порядке. Внешне, вернее, внешне все в порядке. А внутри происходит, бурлит вулкан. מאיפה זה בא? Откуда это пришло? זה הצעדים. Это пришло из шагов. כשנכנסתי לפגישת איי הראשונה שלי בגואטמלה, Когда я пришел на первую группу анонимных алкоголиков в Гватемале, סיפרתי לכם שהבת שלי נכנסה הנה כשהיה לי 20 שנה, היא הייתה בת 12, זה היה במאי, ואני בדיוק נסעתי לניו יורק ולגואטמלה. я вам рассказывал, что на мой юбилей 20-летний его дочь пришла сюда сюрпризом. И 20 лет назад, когда ей было 12 лет, в этот же месяц, когда ей исполнилось 12 лет, я убежал в Гватемалу. אצלנו בספרות זה נקרא לנטוש, נטישה, abandonment. В нашей литературе это называется, это просто оставить, бросить. אני לא הבנתי את זה. Я так это не видел, не понимал. שנטשתי גם אותה וגם בן שלי, בן 11, Я не видел этого, что я бросил ее и еще своего сына, которому было 11 лет. לדאבוני הרב, הבן שלי מת מאלכוהוליזם, ממחלת ההתמכרות, И, לפני שנה, בפברואר, לפני שנה ו4 חודשים. к сожалению, мой сын умер от нашей болезни алкоголизма. בן 54. Он умер в 54 года. Это было примерно полтора года назад. 4 קופסאות סיגריות ליום, כל יום אלכוהול. 4 пачки сигарет в день, целый день алкоголь הוא היה запивать. חזק, הכל בסדר, Он- הלב. Он был сильный физически, но сердце не выдержало. אני קופץ ממקום למקום כי אני נורא מתרגש. Он прыгает с места на место, но потому что он очень расчувствовался. כי אני רוצה לחזור לנושא, שזה החלמה רגשית. Я хочу вернуться к теме, что это эмоциональное לפי ניסיוני. выздоровление. По моему опыту. אתמול ברק להיום, Вчера, только на сегодня, מי שזוכר, кто помнит, דיברו על מסורת אחת, מסורת 3 כזאת. באנגלית אומרים the only requirement is a desire. desire זה פחות מרצון, זה כמיהה. Вчерашнее размышление, если кто помнит, говорили о том, что говорили единственное условие в третьей традиции, это желание просит пить, но желание, он акцентирует, это не просто желание, это desire такое, как жажда, как очень сильное желание должно быть для того, чтобы бросить пить.
дословный перевод со слова дизайн. והיה כתוב, מה, כי יש לי קבוצה באנגלית שהם דיברו אתמול ברק להיום על החוקים שקבוצות מוסיפים כאילו למסורות. И у него есть группа, которая на английском, и там говорят, что есть группы, которые добавляют что-то в традиции, какие-то группы. וברק להיום הזה כתוב שאנחנו עושים את זה מפחד בעצם. И в этом как раз размышлении говорится о том, что мы изменяем и добавляем в наши традиции и только по одной причине, из страха. מפחד ושליטה וכך הלאה. Из страха и желания контроля и так далее. כי כשהגעתי לא ידעתי על מה אני יכול לדבר. למה אני פה? אני לא רוצה לשתות אלכוהול, כן? אתם אמרתם לי שפה אפשר להפסיק לשתות אלכוהול. Когда я пришел, я не понял, зачем я пришел сюда. И я пришел сюда, чтобы... И вы мне говорили, чтобы бросить пить. איך? למה? Ну, он задавался вопрос, зачем бросить пить? И почему бросить пить? מה לעשות עם הידיים? מה לעשות עם הזמן? Как, что мне делать своими руками, что мне делать со своим свободным временем? הנס הזה קרה כשהאנשים, זה היה בגואטמלה, 26 לאוקטובר 1992, קמו אנשים ואמרו לי, ברוך הבא. И чудо это произошло в Гватемале в 1962 году, что когда несколько человек встали и сказали ему добро пожаловать. והם סיפרו לי שהם מרגישים דברים שגם אני מרגיש, אבל לא היה לי את המילים, איך להגיד את И זה. они мне рассказали, что они чувствовали те же самые вещи, то, что он чувствовал сейчас, но у него не было слов, чтобы это рассказать, выразить. שיש להם הרבה שאלות, У них есть много вопросов, ואין להם תשובות, и нету ответов. ושגם הם הפסידו את כל הכסף, בזבזו את זה על אלכוהול וסמים И они ונשים. тоже много потеряли денег и потратили их и на алкоголь, на наркотики, на женщин. גם הם לא טוב עם עצמם. И им тоже было плохо самими собой. גם הם חשבו להרוג את עצמם. Они כמוני. тоже хотели себя убить, так же, как и я. ונשארתי, בגלל זה נשארתי. И я עם из-за הפה этого פתוח, остался с открытым ртом, כי רציתי לשמוע עוד. потому что я хотел услышать еще от них. לי הפריע נורא, זה קבוצה עם הרבה, זה מדינה קתולית גואטמלה. Мне лично сильно мешала эта группа католическая в Гватемале была, но мне лично сильно мешала. והיו כל מיני חברים שאלוהים, אלוהים, 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 И אלוהים. было много там, разные люди были, которые все время говорили Боже, Бог, 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 Господь, Господь. ואני הייתי מאוד עצבני על אלוהים. Но и я был очень злой מאוד כעסתי על на этого אלוהים. Бога, очень сердился на него. אני בסתי לו. Он הוא לא просто שיחק תפקיד בחיים שלי. он никак не проявил себя в моей жизни. ולמרות זאת, המשכתי לבוא. Но несмотря на это, я просто продолжил приходить, כי הם כיבדו את זה שאני יהודי. потому что они приняли то, что я еврей, а не католик. ואני אגנוסטי, אני אתאיסט, אני כן מאמין, לא מאמין. И לא עניין я אף אחד. агностик, атеист, верю, не верю, никого это не интересовало. אמרו לי, תאמין במה שבכוח עליון. Мы сказали, поверь в высшую силу. הקבוצה זה כוח יותר חזק ממך. Группа это тоже сила больше могущественная, чем ты. Но это точно. וזה עבד וזה ממשיך לעבוד. И בדיוק это באותה сработало у меня, и это продолжает у меня срабатывать. דרך. אני לא נכנס לוויכוחים תיאולוגיים עם אף אחד.
не участвую в спорах, זה ממש לא ענייני теологических споров ни с кем. Это меня вообще никак не касается, не איך אתם интересует. מתפללים, אם אתם מתפללים, זה Как вы עניין שלכם. молитесь? Молитесь ли вы вообще? Это ваше дело. אני יודע ש-12 הצעדים הצילו לי את החיים. Я знаю, что 12 шагов меня спасли мою жизнь. ו-12 המסורות גם כן תרמו לי. И 12 Лахай. традиций тоже очень помогли мне в моей жизни. ו-12 הקונספט И 12 концепций служения הסבירו לי כל מיני דברים שעוזרים לי לחיות בעולם הזה בכלל. объяснили мне такие ключевые вещи, которые помогают мне жить в этом мире. בלי האגואיזם הזה, הנורא של האלכוהוליזם שלי. Без эгоизма, внутреннего алкоголизма моего. בלי הריכוז העצמי. Без зацикленности на себе. אני מודע לזה. אני שם לב. Я это вижу. Я обращаю на это внимание. ואתם לימדתם אותי לשים לב לזה. Это вы научили меня обращать на это внимание, следить за этим. כי לא חשוב על מה היינו מדברים, תמיד הייתי מתחיל לדבר עליי. אני מרכז העולם. Потому что неважно, о чем происходит разговор, всегда вы говорили обо мне. Я центр внимания. וזה המחלה, זאת מחלת ההתמכרות. И это болезнь зависимости. להתחיל לשים לב שיש עוד 7 מיליארד בני אדם כמוני בעולם הזה. Значит, думать и обращать внимание на то, что есть еще 7 миллиардов людей, которые тоже существуют, и такие, как я. ולהתחיל לשים לב למשפחה שלי. Начинать обращать внимание на членов моей семьи. הנטישה, עוד כשהייתי בן 7, בגיל 6 עלינו ארצה, ב-1950. Оставить состояние, когда бросили. ובארץ עשו לי ברית מילה, כי באורה לא היה מועל. И мне обрезание сделали в Израиле, потому что там в Урале не было человека, который אני это זוכר, делал. כי זה בן 6. И это больно, он помнит, что это было אני больно. זוכר. ובגיל 7 לקחו אותי, אמא שלי הפולניה, И в возрасте 7 лет моя мать, אמרה לי חוץ, полячка, сказала, ולקחה אותי למוסד עונים בכפר סבא. и направила меня в пневмию, פנימיה כזו. типа детский дом в Варсабе. היא אמרה שעוד מעט היא חוזרת, Она сказала, что я скоро вернусь, אבל היא לא חזרה. но она не вернулась. והכאב הזה של הנטישה, אני היום בן 82, אני עדיין פוחד מנטישה. И вот эта боль от отвергнутого, от брошенности, и меня до сегодня, у меня 82 года, и я до сегодняшнего дня боюсь, что меня бросят. איך זה בא לידי ביטוי? Как это проявляется в моей אני жизни? בורח מכל מערכת יחסים לפני שינטשו אותי. אני הולך. Я сам убегаю со всех отношений до того, как меня бросают. או אני רואה, יש לי מערכת יחסים נהדרת, 10 שנים כבר. И у меня есть... אני אוהב אותה ואני נאמן לה. У меня есть сейчас отношения, отличные отношения, 10 лет. אבל הדבר הזה של הפחד מהנטישה קיים אצלי. Но вот этот страх, что меня бросят, он у меня присутствует. מאיפה זה בא? И откуда это пришло? מהנושא שאנחנו מדברים עליו. На темы. Emotional sobriety. Это пришло от той темы, которую мы сегодня обсуждаем. כדי להבין מה זה emotional sobriety, אני צריך להבין איך אני בנוי כבן אדם, ואתם כבני אדם. И это как раз та тема, которую мы обсуждаем, эмоциональная трезвость. Для того, чтобы понять, что такое эмоциональная трезвость, мне надо увидеть вот это, именно быть эмоционально трезвым. תשימו לב פה, עשיתי לכם את זה, מי שהיה. בין שני האוזניים האלה הגדולות, הם שמים לב, הם זזות. Если вы обращаете внимание, жалко, что нету видео, но יש מוח. у него уши יש двигаются. Ухи.
או מה שנשאר מהמוח. между этими ушами есть мозг. Или то, что осталось от этого мозга. וכל מה שאני חווה, חוויתי, מהיום הראשון שנולדתי בעצ'ית, 1000 ימים ראשונים, הכל נרשם פה במוח. Все, что я когда-то, первые тысячи дней, я пережил 80 лет назад, когда 1000 дней первые, когда я родился, они остались в этом мозге. לא כרונולוגית, Не לא, хронологически, רגשית. эмоционально. Эмоционально она осталась, הפחדים, страхи, הדברים שקיבלתי והדברים שלא קיבלתי. страхи, גם זה которые я מעצב, получил, עיצב לי את המוח. все, что я получил, и все, что да, и все, чего я не получил, и это сформировало мое мышление. את זה גיליתי אצל קרל יונג, שמוזכר אצלנו בספרות. הוא היה חבר של ביל ווילסון. И это я обнаружил у Карла Юнга, который вспоминается в нашей литературе. Он был врачом Хазар, который вспоминается в нашей литературе, и описана вот эта ситуация. הוא מורה גדול של AA, חבר של AA, קרל יונג. Карл Юнг, он большой учитель и друг анонимных алкоголиков. הוא אמר הרבה דברים חכמים, הוא מורה שלי, אני לומד ממנו. Он много вещей умных сказал, и он мой учитель, и я много учусь от него. הוא ועוד רבים אחרים. Он и еще много других. אבל אחד הדברים החכמים שהוא אמר, שהדברים שהכי משפיעים על המוח הזה, על האישיות שלי, Одно из умных вещей, которые он сказал, что те вещи, которые влияют на мою личность, הוא החיים שלא חוו הוריי, מה שלא קרה להם. это то, что со мной не произошло. לקח לי זמן להבין איך זה יכול להשפיע עליי, מה שלא קרה לי. Мне заняло время, чтобы понять, как на меня может влиять то, что со мной не происходило. בכלל לא ידעתי שזה מגיע לי, כל הדברים האלה, כל Я הרשימה вообще הזאת. не думал, что это меня как-то касается, и ко мне это самое. אתם סיפרתם לי שזה קיים, Но вы мне рассказали, что это существует, שיש הורים ששומרים על הילדים שלהם, לא שולחים אותם למוסד. что есть родители, вы рассказали, что есть родители, которые следят за своими детьми и не отправляют их в детский дом. שיש הורים שמקשיבים לילדים שלהם, Что есть родители, которые слушают своих детей, שהם רואים אותם, которые видят своих детей, שמדברים איתם. говорят с ними. זה, כל הדברים האלה התחלתי לגלות כשהגעתי ל-AA, Эти בגיל вещи я 36. начал обнаруживать в 36 лет, только когда пришел в АА. אז עבודת הצעדים זה בעצם עבודה של גילוי עצמי. זה לחפור בפנים מי אתה. Работа по шагам, это по сути, это обнаружение себя. Кто ты на самом סליחה. деле. אני יודע, כשאני מרגיש טוב עם עצמי, Я знаю, что если я чувствую себя хорошо, בתוך сам האור собой, שלי, в своем теле, в своей коже, אני לא רוצה לשתות. я не хочу пить. לא רוצה לשתות. אני גם לא רוצה סמים. Я не хочу наркотиков. אני גם לא רוצה סיגריות. Я и не хочу הייתי сигареты. מעשן 4 כוסות ביום. И я курил 4 пачки в день. אבל מחלת ההתמכרות היא חכמה. Но אז היא שלחה לי, תביא רגע את העוגיות. Но зависимость, болезнь зависимости, она хитрая, и она мне посылает, מותר, לא? מה רע בזה? она посылает זה мне לא вот אלכוהול, זה לא коржики קוקאין, всякие, זה לא אמפטמינים. пряники. Можно? Это же не героин, не амфетамин, не кокаин. Это же коржики. Можно? לפני 11 שנה, И 11 лет назад, ב-2015, במאי 2015, в мае 2015 года, היה כנס של AA בירושלים. было форум анонимных алкоголиков в Иерусалиме. ואני הלכתי לכנס הזה, מאוד התרגשתי, И я пошел на этот форум и очень расчувствовался, ежегодный. כי בדיוק חזרתי מגואטמלה, Потому הייתי что כבר כמה שנים בארץ. я только недавно вернулся с Гватемалы, несколько лет в стране, вернулся
זה היה באנגלית ואני מדבר אנגלית. Это было на английском, вот этот форум. Я свободно говорю на английском. ובא אליי חבר, אתם מכירים אותו, יעקב, אמר לי, הדובר, הספיקר לא מגיע, קלנסי מארצות הברית, הוא זקן, חולה, לא הגיע. И ко мне пришел, подходит друг, Яков, с ним знакомый, и говорит, спикера, центрального спикера, которого мы пригласили, Кленси и известного спикера с Америки, он не приедет, потому что он плохо себя чувствует. אמר לי, בוא תהיה אתה מדבר אנגלית, Он говорит, давай הספיקר. ты говоришь на английском, ты вместо него. האגו שלי שמח, Мое эго говорит, вау, я заменю Кленси. קלנסי, חיים מחליף את קלנסי, הגדול. Кленси и Хайм его заменят. דיברתי נחמד, Я нормально поговорил хорошо. הייתה לי רק בעיה אחת, Была только одна у меня проблема. לא יכולתי להסיר את הכרס שהייתה לי. Он не мог спрятать свой שקלתי живот, 134.5 קילו. который он не мог спрятать. Он весил тогда 134 килограмма. כי יש לי מחלה מבלבלת, ערמומית ורבת עוצמה. Потому что у меня есть болезнь, хитрая, властная, сбивающая с толку. לא אלכוהול, Ни לא алкоголь, סיגריות, ни לא сигареты, קוקאין, ни לא кокаин, אמפטמינים. ни амфетамина, ничего. Коржики, דווי, давай! דווי. 64 קילו הורדתי. מי 64 שוקל פה 64 קילו? 64 יש פה מישהו- קילוגרמה. בן אדם, הבת זוג שלי שוקלת פחות מ-64 קילו היום. Я убрал себя целого человека весом 64 килограмма. אני כבר И его подруга весит сегодня меньше, чем 22 килограмм. שנה ב-AA. ספיקר, ספונסר, נוסע בכל העולם. 21, שקרן אחד גדול לעצמי. 21 год я трезвый, ВА, спикер и активный член AA. כמובן И- שטוב שלא שתיתי И 22 брехун, самообмане. И единственное, что я не делал, это я не пил. Но весил 134 килограмма. emotional sobriety. Эмоциональная трезвость. להבין את זה, פניית שלגוף שלי לא משנה איך אני רוצה להרוג אותו. Что моему телу совершенно не важно, как я хочу его убить. Собственное Алкоголь. тело. Алкоголь, ניקוטין, никотин, קוקאין, кокаин, перевожу. אמפטמין, Амфетамин. Это הכל. по-русски. Все. יש משחה כזאת בארצות הברית באמריקה. נגד חורים, preparation H. לא, זה בדיחה לא טובה. גם הייתי מוכן לקחת את זה. Есть такая... זה בדיחה, זה בדיחה. Это анекдот. Но есть בדיחה такая... ששמים בתחת, זה לא. Есть такой мазь, которая становится при геморрое, так что לא, я אבל- был согласен это брать, потому если бы оно приносило, אני когда оно אומר- приносило אני кайф. אומר את זה Но я כדי говорю, להדגיש я говорю это для того, מה זה чтобы, אלכוהוליזם. чтобы поставить точку и вот на том, что, чтобы объяснить, что такое алкоголизм. זה לא רק להפסיק לשתות. Это не только бросить пить. זה חשוב, הכי חשוב. Это כן, важно, בלי זה אני לא очень יכול важно. כלום. Без этого я не могу ничего дальше. אבל זה שירות. Но служение, זה לבוא לקבוצה. быть частью, прийти в группу, לשבור את האגואיזם הנורא הזה. эгоизм, את הריכוז העצמי. задушить, зацикленность на себе, להתחיל לראות שיש עוד בני אדם. начать видеть, что есть еще люди вокруг. להתעניין מהלב, מה קורה לכם? מי От אתם? сердца начинать איך אתם חיים את הדבר הזה שנקרא חיים? вами и что с вами происходит. И что происходит, то, что называется в этой жизни. Что מה происходит, אתם называется עושים жизнь. כשקשה לכם פה? Что вы делаете, Да. когда вам плохо? כל מיני זיכרונות שעולים. Когда все в память всплывает. זה לא רצוני, זה לא, כשאני הולך לישון, אני לא יכול לבחור בחלום שאני רוצה לחלום. Когда я иду спать, я не могу выбрать, какой сон мне будет сниться. יש חלום אחד שאני נורא אוהב, שאני ציפור, אני עף. Есть один сон, который я люблю очень. что הלוואי я там שאני אחלום את זה, זה птица, כיף. я летаю. Ну. И дай бог, чтобы мне постоянно снился такой сон, но нет, не всегда.
אותו דבר הרגשות. То же самое чувство. הרגשות שלי זה לא החלטה, זה לא וולונטרי. Мои чувства это не то, что я решаю, это не мое решение. אני גם לא נהג שאני יכול לנהוג בהם, Я не водитель, я не управляю או לבטל אותם, своими чувствами или там отказаться от своих чувств, או להכחיש אותם, или спрятать эти свои או чувства, להדחיק אותם. или заглушить их как-то, свои чувства. התוכנית שלנו זה ללמוד להרגיש. Наша программа это научиться чувствовать בשבילי. эти чувства для меня. וזה emotional sobriety. И это и есть эмоциональная трезвость. ואני למדתי שיש בעצם 4 רגשות בסיסיים. И я научился, что в принципе есть ויש 4, מאות מילים есть много чувств, но есть 4 базовых чувства. אני אגיד את זה באנגלית כי זה משחק מילים. גלד, שזה מאושר, מד, שזה כועס, סט, שזה עצוב, ו-afraid. אוקיי, עכשיו בעברית. גלד, счастливый, מאושר, מד זה כועס, אטרף, злой, סט זה עצוב, צער, грустный ופוחד, פחד. и боишься, страх. Вот эти 4 основных базовых чувства. תחשבו שזה 4 קניונים גדולים, שלכל קניון כזה יש מאות Представьте, что מילים это ששייכות 4 לקניון הזה. супермаркета больших, в котором есть по 100 всяких отделов и магазинов, но основные 4 маркета это страх, я повторюсь, и счастье, и злость, и грусть, печаль. Да. אני צריך להתבייש ברגשות שלי? Я должен стесняться своих чувств. אני צריך להסתובב עם השטויות האלה שרגשות זה לא עובדות? Я מי должен- המציא את השטות הזאת? Я должен жить с этим такой формулой, лозунгом, что типа то, что ты чувствуешь, это не факт. Кто רגשות, придумал, это вообще ерунду. רגשות זה המצפן הפנימי שלי. זה Мои, ה-Waze мои שלי. чувства это тот, что мой компас, это внутренний мой путеводитель. איך אני עם עצמי? Как я сам с собой, איך אני עם הכוח העליון שלי? как я со своей Как высшей они силой, איתכם? как я с вами. זה הכל העולם הרגשי שלי. Это все мое эмоциональное чувство. אני לא יכול אני- להתחבר לרגשות שלי מהמוח. זה לא עובד לי. Я не могу подсоединиться к своим чувствам через мысли, через אני мышление. מתחבר לרגשות Это у שלי меня не ממוזיקה. работает. Я подключаюсь к своим чувствам через музыку. אם נשים עכשיו את יצחק פרלמן מנגן את המוזיקה מרשימת שינדלר, אני אתחיל לבכות מיד. Если сейчас поставить музыку, которая из списка из фильма «Список Шиндлера», я сразу начну плакать. אתם רוצים לעשות ניסיון? Хотите проверить? תאמינו לי. כן. Просто поверьте. למה אני מספר את זה? Почему я рассказываю это? כי בהרבה קבוצות אני שומע רגשות זה לא עובדות. אני רוצה לומר לכם שגם עובדות זה לא עובדות. Почему я это говорю? Потому что я много раз на группах слышу, что то, что вы чувствуешь, это не факт. Да, чувство это не факт. Но я вам скажу, что факты это тоже не факты. הכל זה אינטרפרטציה שלי Все, למה שאני חווה. все это интерпретация того, что я чувствую. Моя интерпретация того, что я чувствую. החלמה רגשית זה להפסיק את התיאטרון הזה, להפסיק את המסכות. Эмоциональная трезвость это перестать быть в театре, в театре масок. כשאני עצוב, תבכה. Если мне грустно, плачь. כשאני שמח, Если я Самер. радостный, будь радостный. כשאני כועס, אני יכול לשים גבולות למישהו, אני לא צריך לשבור לו את הראש, אבל Если я сержусь, то я сержусь, я могу поставить кому-то границы. כשאני Не פוחד. не надо ломать голову ему, но границы можно поставить. כשאני פוחד, תגיד שאתה פוחד. Когда я боюсь, надо просто признать, что я боюсь. ברוך הבא לגזע האנושי, ככה מתנהגים בני אדם, Добро מרגישים רגשות. пожаловать в мир человека, человечества.
так живут людской мир, человеческий. מחלת ההתמכרות לאלכוהול זה להכחיש, להדחיק, לבטל, לא להתייחס לכלום. Болезнь алкоголизма Замахала. это как раз отстранить, отказаться, ничего не чувствовать и не обращать внимания ни на что. רק אני, Это болезнь. רק אני והאגואיזם שלי. Только я и мой эгоизм. וזה כואב לחיות כך. И это больно так жить. זה כל כך כאב לי, שרציתי לירות לעצמי כדור במוח, והיה לי אקדח ברישיון, גם היום יש לי. Это так мне было больно с этим, что я хотел пустить пулю в висок, и у меня было разрешение на оружие. До сегодняшнего дня у меня есть разрешение на ношение оружия. כי עוד פעם, הגעתי לנקודה הזאת שאני לא יכול להמשיך ולא יכול להפסיק. Еще раз я пришел в такую точку, что я не мог продолжить так, и я не мог остановиться. אז מה קרה? Так что произошло? הפסקתי. Я прекратил. דרך התוכנית, И через программу, דרך AA, через דרך שירות. через служение. במקום ההתבודדות הזאת שלי, להיות חלק מקבוצה. Вместо собственного одиночества быть частью группы. לתת שירות, כל הזמן. Дать, шумер עליי. быть служением каждый раз, постоянно. Это меня охраняло. אין מספיק שהם יעשו, עזבו אותי, אני רק רוצה לבוא שעה, להפסיק לשתות, וזה מספיק. Это недостаточно, чтобы они сделали все нормально, меня оставьте, я приду один раз и побуду здесь, и спасибо, я пока не пью. גם אם זה החיים ישתפרו, אבל זה לא מספיק. Но этого недостаточно. С этим даже простым вот таким формом жизнь улучшается, но этого недостаточно. כי החלמה רגשית, emotional sobriety, זה Потому, לגלות מי אני, מה אני, איך כל המכונה הזאת, פה בין שני האוזניים, המוח, עובד. איך אני מגיב לחיים. потому что эмоциональная трезвость это как раз узнать, кто я, и как мое мышление работает, и кто я настоящий. זה לפעמים נשאר, או, יותר מדי פילוסופיה, יותר מדי פסיכולוגיה, לא, Да. זה לא יותר מדי. иногда, זה תוכנית 12 הצעדים. иногда там, я слышу много философии, чересчур много, ты говорит, нет, это не чересчур много, это программа 12 шагов. אחת מההתמכרויות שלי הייתה לברוח כל הזמן למערכת זוגית אחת לאחרת. Одна из моих зависимостей была постоянно убежать с одних отношений в другие. להפסיק את זה, זה גם תהליך. Прекратить это тоже процесс. זה הכל תהליך. Это זה все כמו עם процесс. האוכל. כמו Это עם так же, האוכל. как с едой. אני כל יום עובר לי במוח, אולי תוכל קצת... Каждый день ему в голове Ольга. происходит идея, может быть, скушать этот коржик. אני לא חושב על אלכוהול, Я не думаю об לא חושב алкоголе, על סמים, שום דבר. я не לא думаю סיגריות, о שום דבר לא. наркотиках, о сигаретах, אבל יש לי פושר שנקרא וולט. но есть пушер, триггер. סוחר правда? סמים. Дилер, который называется Вольт, אני לוחץ, нажимает кнопку, מביאים לי שקיות и мне הביתה, и дают, мне מהר מהר привозят אני אוכל ואני זורק коржики את זה שלא домой. יראו. Я быстро это Шакран. кушаю, и чтобы никто не увидел. Брехун. אני מסתיר את הראיות, מה שנקרא. Я прячу любовь, чтобы никто Лама. не видел. כשזה קורה לי, אני שואל את עצמי, מה עדיין בנשמה שלי, מה שקרל יונג קרא בצללים, קרל יונג אמר שכל עוד שאני לא מוציא את הכל מהתת מודע למודע, אני ממשיך לסבול. И я спрашиваю, почему у меня это происходит. И Карл Юнг сказал, что все, что я оставляю в подсознании, и не выношу на свое сознание, это продолжает мне, я продолжаю страдать.
ואני שומע הרבה, עזוב אותך מקהל יום, זה מה זה שייך Я ל-AA? тоже слышу много, оставь меня с этим Карлом Юнгом. תמסור לאלוהים. Как это относится к... כל פעם שאני отпустив מסרתי Богу. לאלוהים, הזמנתי מוולט אוכל. Каждый раз, когда я отпустил это, משהו отпускал התבלבל это бקומוניקציה. Богу, я сразу звонил в Вольт и заказывал еду. Что-то в коммуникации там перепутали. כי אני צריך לבדוק כל הזמן. אני לא Я должен גמרתי. проверять каждый раз. Я не לא באתי драматизирую. לקבל סרטיפיקדו שאני גאון AA. לא, אני מכור לאלכוהול. Я не пришел получить диплом, что я гений, я зависим от алкоголя. יש עדיין בנשמה שלי, כנראה, לא כנראה, בטוח, До сих пор в моей душе דברים שלא есть, לא יצאו. я уверен, есть вещи, которые не вышли. אני עדיין רוצה למצוא חן בעיני האנשים. Я до сих пор хочу понравиться людям. חשוב לי נורא מה אתם חושבים עליי. Очень важно, что вы думаете обо мне. אתה עוד מעט עם ריבונו של עולם. מה אתה מבלבל את הראש? Уже скоро זה я קיים. там где-то буду встречаться в лучшем мире, но это у меня осталось. אני עדיין חי עם ההרגשה שמשהו נורא עוד מעט יקרה. И я до сих пор живу в каком-то чувстве, что что-то, какая-то катастрофа скоро כל החיים произойдет. שלי זה בא איתי. Всю мою жизнь Шум давай, меня это Лука. сопровождает. И ничего со мной не произошло. אני הייתי בשלוש מלחמות, סיפרתי לכם, ביחידה קרבית. Я был в 3 войнах, участвовал в 3 войнах в боевых войсках. יותר דם איבדתי בגילוח מאשר בכל המלחמות. И крови я больше, у меня было больше, я порезался от крови больше, когда брился, чем на войне. מאיפה זה בא? מאיפה זה בא? Откуда пришло вот эта тревога? זה הנשמה הזאת. Это нишама, это душа моя. עכשיו, בקבוצה בגואטמלה, В группе в הייתי Гватемале. 30 שנה בגואטמלה. 30 שנה. 30 лет я жил в Гватемале. לא יאומן, אני חושב על זה... מה חשבתי? Гватемала? כן. Я не верится самому, что я себе думал. היה לנו בקבוצה רופא פורנסיק. У нас на группе был доктор форенсик. כזה Имя? שמנתח סיבת המוות. Тот, который анализирует причины, патологоанатом. Вспомнил. Патологоанатом. כן. בחור יקר. Очень ценный הוא סיפר, אני товарищ. זוכר את הסיפור, הוא סיפר שהוא ניתח Он- 1,000 גופות Он לפחות. рассказывал, я помню, он рассказывал историю, что он оперировал 1000 тел. בגואטמלה 1,000 גופות זה בכמה ימים, זה מדינה משוגעת. На Гватемале 1000 тел, трупов, это за несколько дней. Это Да, сумасшедшая не страна. Он, конечно, преувеличивает, но והוא לא מצא בשום גופה נשמה. и ни в одном теле, он рассказывал, я не нашел там душу. אבל אני מרגיש שיש נשמה. Но אני я, כן מרגיש. но я чувствую, что есть душа. Я чувствую это. שיש בי משהו שעדיין אני צריך לטפל בו יום-יום, יום-יום, Что שעה-שעה. есть во мне что-то, что я должен до сих пор ухаживать за этим каждый день, день за днем, час за часом. פגישות, Встречи, שירות, служение, חניכים, подопечные, ספונסר, спонсор, קהילה, сообщество, להיות שייך, быть частью, לענות לטלפונים, принадлежать, отвечать на להתקשר телефоне, בטלפון, позвонить по телефону, להקשיב לכאב של מישהו אחר, услышать боль кого-то другого, להקשיב לשאלות המפחידות האלה, מה יהיה, אני פוחד. услышать, слушать вопросы, страшные вопросы у кого-то другого. Ой, что будет, я боюсь. או אני פוחדת. Или я боюсь женского рода. יש איזו בחורה שדתייה דווקא,
פחד אימים, היא רוצה להתגרש. Есть одна женщина верующая, религиозная, и для нее очень большой страх, она хочет развестись. פשוט להיות נוכח בשבילה. בלי Просто- עצות, אני לא יועץ Просто זוגי ולא... быть, присутствовать для нее, без рекомендаций, без советов. Я не, шаях, не להיות консультант семейных отношений для нее, только просто быть частью этой ситуации. זה הבחור הזה, גיא, Это про меня сейчас. О, самая ценная вещь. לא, צריך חבר יקר, אנחנו הכרנו בשירות, Мы познакомились с Хаимом, да, на служение. לפני 15 שנה, משהו כזה. 15 лет назад. כן? Мы познакомились с Гаем на служение, я перевожу. ועשינו כמה דברים, לא בשביל האגו שלנו, אלא בשביל הקהילה, וזה חשוב. Не для эго нашего своего, а для сообщества мы сделали некоторые вещи, и это важно для сообщества. אני חוזר במה שהתחלתי, זה מחלה של בדידות. И я возвращаюсь к тому, с чего начал. Это болезнь одиночества. והפתרון זה בדיוק הפוך, זה להיות חלק. И решение это как раз наоборот. Это быть частью. תודה רבה. לא, אדוני, כן, לא יודע... אפשר שאלות. חיים, אני רוצה להגיד לך קודם כל מה זה תודה רבה לך, כי אני פשוט מאושר שהכרתי אותך, איזה מאוד. וכל הכבוד, ממש תודה רבה לך. אז בוא, תודה רבה. Большое спасибо. Друзья, сейчас есть еще время на вопросы. Только, пожалуйста, задавайте по-русски вопросы, потому что идет запись, если можно громче. И я буду переводить. דיברתי יותר מדי זמן, Ребята, לא? я на правах ведущего записал себя первым, потом Наталья, потом Мира. Так, По-русски. Вопрос по-русски, и я буду Хайм, переводить. я на правах ведущего хотел бы задать тебе вопрос, который мне очень בזכות интересен. המונחה אני רוצה לשאול שאלה. Ты сказал, что у тебя было много отношений, которые ты разорвал. אמרת שהיה לך הרבה יחסים, שהרסת יחסים. Я предполагаю, что в этих отношениях ты начал чувствовать, что ты делаешь плохо человеку, с которым ты, и тебе было плохо. אני חושב שאתה ביחסים האלה, שאתה עושה משהו לא טוב לבן אדם הזה, גם לך היה לא טוב במערכת יחסים הזה. כן. Я тебя очень понимаю в этом, но ты сам сказал, что у тебя есть проблема одиночества. אני מבין אותך בזה, ואתה אמרת בעצמך שיש בעיית הבדידות, И ты хочешь быть с кем-то. ואתה רוצה להיות עם מישהו. Что ты понял из этого? Лучше вообще не начинать в такой ситуации отношения или терпеть, даже если эти отношения не устраивают ни тебя, и ты чувствуешь, что тебе некомфортно в них. מה הבנתם מזה? ביחסים, מה יותר טוב? להישאר ביחסים כאלה, גם אם אתה לא מרגיש בנוח בזה, או לנסות לשנות אותם, לברוח מזה. מה בדיוק, מה עשית? מה יותר טוב לעשות לדעתך? אני הלכתי לגמילה בארצות הברית כשהיה לי 3 שנים נקי. Я пошел в реп-центр в Америке, когда мне было 3 года трезвости. כי רציתי למות, בניקיון, בלי Потому אלכוהול. что я был трезвый и 3 года, но я хотел умереть. והם הצילו אותי שם. И я пошел в реп-центр, и там меня спасли. כי הם כאילו הוציאו לי את הפקק מהנשמה, Они как будто вытащили у меня пробку с моей души. במקום רק И начал... לחזור ולמה שהם מדברים בקבוצות, התחלתי להתעניין מי אני, מה אני, emotional sobriety. Да, и с того Да. момента, вместо того, чтобы просто впитывать, что говорит, у меня вот эту пробку, и я начал
понимать, заниматься вот именно эмоциональной трезвостью, вот этой правдой, вот четвертым шагом настоящим. ואחת ההתמכרויות החזקות ביותר И одна, אצלי הייתה גם לתאווה. תאווה, אני לא אומר סקס במיוחד. באנגלית זה lust, L-U-S-T. да, это и одна из моих зависимостей, серьезных зависимостей были, это как раз вот эта страсть. Не секс, а именно страсть, это зависимость вот этой страсти. Это לא שמתי לב לזה, חשבתי מה, אני גבר, מה? я на это не обращал внимания, я думал наоборот, я же Как мужчина, так и должен себя вести. ככה מתנהגות החיות בג'ונגל. Так, מי так, שעוברת, יאללה. так ведут животные в джунглях. Проходит кто-то вперед. זה חלק ממחלת ההתמכרות שלי, Это ברור часть- לחלוטין. Часть моей болезни. И мне это 100% понятно. כי זה לא קשר, לא אהבה, לא כלום. Это не связь, это не любовь, это ничего. זה אלכוהול בצורה של... Это тот же алкоголь, но в виде вот этой страсти. זה מרגיש נורא טוב, זה כיף, Это чувствуешь нормально, хорошо, אבל זה לא אמיתי. но это не по-настоящему. זה לא אמיתי. ואני כל הזמן חשבתי שכאילו אני ניצלתי הרבה נשים. פתאום שמתי לב שהם גם ניצלו אותי. Я все время думал, что я использовал постоянно женщин. А потом я обнаружил, что они меня использовали, они меня. הייתי שוגר דדי לכמה בחורות יפות בגואטמלה. מה זה שוגר? כספומט. Я был, да, этим Дон Жуаном, сладким дядей для банком для многих девочек, для нескольких девочек в Гватемале. חשבתי שהן אוהבות אותי. И я думал, что они меня любят. זה תהליך, זה תהליך. Это процесс. תאמין בתהליך, התהליך הוא כל כך נפלא. זה כאילו התחיל עם האלכוהול, אבל זה עבר להמון דברים אחרים. Это моя болезнь начался с алкоголем, но перешла вот это мое заболевание, зависимость во много другие вещи. אז יש לנו פה עוד הרבה אנשים שרוצים לשאול אותך, והזמן הוא זה שאלות. ממש מה שאתה קצר. רוצה, כן. ממש תודה רבה על התשובה. נטליה, пожалуйста. Наталья, да, по-русски запись. На твоем месте. Да. Я буду с ним говорить на своем, а ты переводи на русский, друзья. Шалом Хайм. Привет, Хай. Ну, Наташа. מודה לך מאוד מכל הלב, הסיפור שלך מרגש. פשוט כשראיתי את המבט שלך, אני נזכרתי פתאום שאני מכירה אותך, לא ידעתי. בתוך הסיפור שלך שסיפרת שירדת 64 קילו במשקל, עד הבנתי ראיתי אותך פה בקבוצה שלנו. אז עכשיו אני מאוד הזדהיתי עם הסיפור שלך לגבי הבכי. למה אני לא יודעת לבכות. אני אוטוטו 20 שנים, ו20 שנים אני לא יודעת לבכות. וזה הורס לי את הנפש שלי, ואני לא יודעת מה לעשות עם זה. הדמעה אחת לא יוצא לי. מה שלא קורה, אני קברתי את הבעלי לפני 7 שנים. יש לי בעיית התמכרות ואלכוהוליזם עם הילדה שלי, בת 39, לא יוצאת מאלכוהוליזם שלה. וזה קשה לי, אבל לבכות לא יכולה. יש לי קדוח פה בגרון שנים. פעם האחרונה שאני בכיתי זה היה יותר מלפני 20 שנים, שהייתי שיכורה ועשיתי הצגות ליד המשפחה, שאני נשבעת לכולם שאני יותר לא אשתה. אבל לבכות כמו שאני צריכה לבכות כמו אישה בתור אישה עם הנפש שלי, לא יוצא. תודה רבה. Ребята, чтобы это быстро рассказать по-русски, я спрашивала Хайма о том, что я не умею плакать.
И последний раз я плакала больше 20 лет назад, когда была пьяная, чтобы рассказать своим близким, поклясться им, что я больше пить не буду. Так? Только для игры. А сейчас у меня, когда даже происходят действительно трагедии в жизни, неприятные вещи, я не умею плакать, у меня не выходят слезы. И он рассказывал нам в своем рассказе о том, что он не умел плакать так же, как я, и заплакал только в Вот я и хочу спросить его, אולי אתה יודע סוד של הבכי, איך אפשר ללמוד לבכות? תודה לך. Вопрос заключается в том, как Научиться и есть ли у плакать. тебя секрет, как плакать. אני שמתי לב שמתחת הצער, הפלקאץ', היה כעס. Я обратил внимание, что под тому, что Есть плакать, у каас. меня была злоба. כעס שלא הוצאתי אותו, הוא קיים Была אצלי. злоба, которую я не выпустил. Она была внутри, внутренняя злоба, и что мешала мне плакать. הפריע לך לבכות. ומתחת לכעס הזה הייתה בושה נוראית. מי אני? מה אני? А под этой злобой было еще слой, и слой стыда. Кто они? И איך кто אני я? כזה Кто я? טמבל, Почему? אידיוט, הורס הכל. Почему я כעס על такой, עצמי. почему я такой придурок, идиот, сам себя уничтожаю? אז Злюсь на себя. במרכז הזה שהייתי בארצות הברית, מרכז גמילה, היו להם תרגילים להוציא כעס. В этом реп-центре, где я был Зазар. в Америке, были упражнения, которые помогли мне выпустить эту злость. Это мне помогло. יכול לתת דוגמה איזה... מוזיקה. תשימי שינדלר ליסט. אני פסקרנית, אני מנגנת שינדלר ליסט. Есть еще вопросы? Да, Спасибо. есть Ирочка, пожалуйста. У меня короткий вопрос, можно отсюда. Майкайм. Вот что Ай. Вот, я хотела спросить, вот что такое эгоистки, как я, которая боится, который всю жизнь думает только о себе? Это правда. Я не знаю, что мне делать. Я не умею слушать чужую боль, чужую, да, там, чужую жизнь. И как я могу помочь какому-то человеку, если я такая эгоистка, который сейчас задает вопрос, я жду, когда будет твой вопрос. Что мне делать с этим, когда он придет? Хотя мне кажется, да, я когда начинаю, как я чувствительный человек, я вроде неравнодушная, но я очень сильно эгоистка. Спасибо. Вопрос, что делать эгоисту, я не понял вопрос. Что делать такой эгоистки, как я? Как מה я могу לעשות помочь ל- кому-то стать спонсором, например, или вообще могу... מה дать לעשות свои- לאגואיסטית כמוני, שאני מרכזת בעצמי ולא יכולה, איך לחיות עם זה ולעזור לאחרים בכלל, מה לעשות? שירות. служение. מצוין, התשובה הייתה קצרה. תתחילי היום. הנה שאלה. אולה, פג'לסטה, אולה. שלום לך, נעים מאוד להכיר. פתאום טלוויזיה. רציתי לשאול אותך, עכשיו לפני שנרשמתי לא דיברת על גמילה, על זה שהיית בבחינה, רציתי לשאול אותך האם עוד היית באיזה מוסד גמילה, האם עוד היית מטופל אצל פסיכולוגים, פסיכיאטרים וכו', האם זה היה תרופתי, נפשי? זו השאלה. תודה, שאלה נהדרת. Я переведу на русский, потому что идет запись, и важно, чтобы было по-русски понятно. Вопрос заключается, были ли еще чем-то какие-то другие помощь принимал от психологов или еще какие-то другие революционные центры, которые помогали тебе за твою историю, твой опыт. כשאני הגעתי ל-AA, הפילוסופיה הייתה להוריד את האגו. והיו אומרים לחדשים, תוציא מהאוזניים, אני כבר לא זוכר, ושים בפה. סתום את הפה, בקיצור. Когда я пришел в АА, была философия такая, что отпустить собственное эго. То есть закрой свой рот и засунь пробки в уши. То есть фактически убери. Наоборот. Ну, наоборот, да. Вытащи вату из ушей и закрой свой рот.
Да. ואז התחילו לחזור כל מיני חברים מכל מיני мерказей גמילה מארצות הברית. И начали приходить как всякие люди из всяких революционных центров в Америке. הכי מפורסמים, בטי פורד, Самые такие известные. אשלי, Ашли, Бетти Форд, אונסייט שאני הייתי, Онсайт, סיירה טוקסון שהייתי, Сьерра Туксон, это те ופתאום הם революцион, в которых он был. הביאו дворим חדשים. И вдруг они привели какие-то новые вещи. מה הם הביאו? И что они привели? Что они принесли? emotional sobriety, מה שדיברנו. Они принесли эмоциональную трезвость. То, о чем הם мы сегодня שברו говорили. את הפחד לדבר על הילד הפנימי. Они взломали этот страх говорить о внутреннем ребенке. לעשות צעד 4 כמו שצריך. Сделать четвертый шаг, לא רק шаг так, как רשימת есть. טינות ונגד מי. לא. Не только список формальный, там, кто против кого, и список претензий. אלא מי אתה? מה אתה? И кто ты? И кто ты? למה קשה לך לבכות? Почему тебе трудно плакать? מה יש שם? Что там, что мешает? Что там есть? 20 שנה הבאתי את אונסייט לגואטמלה. 20 הייתי מארגן את ה-workshops, את הסמינרים האלה. 20 лет я вот эту ансайт в Гватемалу внедрял, он организовывал там семинары по вот именно вот эмоциональной לא כביזנס, не как כשירות. бизнес, как служение. כי כל החברים היו מעיני, כולם היו באים לשם. מי שהיה לו קצת כסף. Да, и все, и люди были там из разных сообществ, и анонимных наркоманов. אז התשובה היא בוודאי. Ответ он, לקבל, לבקש, לחפש עזרה חיצונית, כתוב אצלנו בספרות, כן? и ответ он, да, конечно, искать любую помощь внешнюю, так же, как написано в нашей книге. גם תרופתי? כן. תרופתי זה נושא לרופאים, אני לא יודע. אני נגד. אבל... И вопрос, רגע, מה איתך? לא, לא, לא. и вопрос был и про таблетки, и таблетки тоже. Хаим ответил нет, таблетки это к врачам, и я лично не пользуюсь никакими таблетками. עד כדי כך לא, שברתי את היד כשהייתי שם, שיחקתי כדורעף, היה לי שבר, ולא רציתי לקחת כדור נגד כאבים. И однозначно даже до такой степени нет, что даже когда я поломал руку и мне предлагали обезболивающие, я отказался от этих обезболивающих, потому что наркотик. הרופא שאל אותי למה, אמרתי לו אני מכור. Врач спрашивал, почему ты отказываешься, а он я ему ответил, я зависимый. Сергей, пожалуйста. Гай, ты не против, если я по-русски скажу, а потом обращусь к нему на иврите? Говорите, ребята, мы записываем, ну, говорите, если вы для себя говорите или для кого-то еще, Не, я тогда по-русски. говорите по-русски, По-русски, чтобы запись, а потом переведи. Да, если хочешь, именно да. это. חיים, אני פשוט רוצה לפנות לקהל ברוסית, אחר כך יתנה אליך בעברית. Я просто хочу использовать возможность обратиться к такому авторитетному алкоголику, чтобы он подтвердил или опровергнул одну мою теорию, которая связана с выздоровлением. Вот он говорил, что можно бросить пить, потом курить, потом есть угиот. Я дальше это могу развить, смотреть телевизор, серфинг в сетях там и так далее. Я нашел последнюю точку в этом вопросе для себя после 10 лет трезвости. То есть, что если я принял свое одиночество, мне не страшно быть одному, я не кидаюсь с отношения в отношения, я могу смотреть в бездну спокойно, то это, в общем-то, конечная точка на вот этой вот пути, вот в этой цепочке. И с вашего позволения я хочу его спросить о том же самом. Я вопрос не понял, ну, давай. Sпроси, я постараюсь довести. אני אמרתי שאני רוצה להשתמש ההזדמנות נדירה לפנות לגאון בהחלמה AA עם שאלה כזאת. אתה פתחת פה שרשרת שיש למשל תלות מאלכוהול. אם השתחררת מתלות מאלכוהול, אחר כך אפשר להשתחרר מתלות מסיגריות.
אחר כך נתלות מעוגיות, ואני רוצה לדעת איפה הסוף שרשרת הזה. כי אחרי 10 שנים מפוקחות, אני מצאתי משהו לעצמי, ואני רוצה שאתה או תיישר או תתנגד מה שאני אומר. הנקודה האחרונה שעליה אין שום דבר ואין פחד ואין שום דבר, מתי אני מסוגל לקבל בדידות שלי בלי פחד, ומתי שאני יכול להסתכל לתהום בלי פחד. זה נקודה אחרונה, אחרי זה אין שום תלות. אני רוצה רק שתיישר או תתנגד. לא, אם זה עובד בשבילך זה 100%. Ответ простой. Если это для тебя работает, значит здорово. Если нет, попробуй другое. Гениально просто. спасибо. Вика, пожалуйста. Спасибо. תודה. אצלי העבר הוא ארוך. Для меня прошлое 82. это длинное прошлое. אני כבר Сегодня לא мы קונה בננות ירוקות. 82, я уже не покупаю зеленые бананы. תודה על תשובה. Спасибо. Рaba, Вика, пожалуйста. У меня такой вопрос. Я здесь второй раз только пришла. Вика второй раз здесь. И, Поздравляю. у меня такой вопрос. Об этом я знаю очень давно. Про этого Билла очень знаю давно. У меня в семье очень трагично. У меня от алкоголя повесился отец, 2 брата. Короче, очень плохо, но я знала об этом. Не очень... секунду. היא רק יומיים פה פעם שנייה בקבוצה. וזה עכשיו, והיא יודעת משהו, ביל, היא יודעת על סיפור, ובמשפחה שלו מאוד טרגדי, נפטרו גם אבא וגם משפחה, יש הרבה סיפור של אלכוהוליזם. כן. И я точно так же хотела, ну как, помочь младшему брату. אני גם Чтобы רוצה избежать этой трагедии, знала об этом 12 шагов. אני- Я помогала, чем могла. אני הייתי רוצה לעזור לאח הקטן שלה, כדי שלא למנוע את האסון. ואני עזרתי במה שיכולתי. И я всегда думала, меня это не коснется. Потому что мне это не родные были. по маме. ותמיד חשבתי שלי זה לא יקרה, זה לא שייך אליי, כי הם לא היו הקרובי משפחה ישירות שלי, היו של הלא קרובות. משפחה רחוקה כביכול. Но сейчас, вот, когда коснулась меня, хотя я говорила, никогда, ни за что со мной этого не случится. ועכשיו, שזה נגע בי, שאני אמרתי, אצלי, עליי זה לא יקרה בחיים. ועכשיו זה קרה לי, Я пришла вот к этому, я решилась, как бы мне стыдно не было, как бы там я переступила, сказала, я приду. אני הגעתי, וכמו שלא התביישתי, כמה זה פחדתי ולא רציתי, אבל הגעתי. И мне очень интересно, да, я вот сейчас вижу столько людей. עכשיו היא רואה Я כמה אנשים слышала פה. много лет это проект. היא שמעה את זה הרבה שנים, ועכשיו היא רואה את זה מול העיניים. Почему, если есть спонсоры, почему не сделают такие центры, вот именно центр АА, да, вот, чтобы не сидеть вот в этих каморках. אוקיי, אז היא שואלת, אם יש תוכנית ויש ספונסר, למה לא לעשות את המרכזי כאלה AA, שלא לשבת פה במקלטים, לשבת בהרמונים, במקומות יותר טובות, כי באמת זה... Люди не боялись, не стеснялись. Вот как мне надо найти, а я ищу через 10-е это вот это. כדי שאנשים לא יפחדו, שימצאו את הדבר הזה, שלא יתביישו, והלכו ומצאו את הדבר, שלא בתחת מקלטים, כאילו זה מסתור. Чтобы И это действительно это надежда. дать людям, показать, чтобы не боялись и приходили, что בשביל- было это открыто. בשביל לתת את זה לעם, לאנשים, многие שזה люди יהיה не видят פתוח, שזה יהיה פתוח, כי הרבה אנשים לא רואים את זה. פרווה, פרווה. ברוכה Я הבאה. очень много об этом думала, и слушала, и обсуждала, и я не Он понимала. говорит добро пожаловать, и הרבה חשבה על זה, גיא ואני נעזור לך, תארגני. мы тебе поможем. Спонсируй только. Приходи, Таргини, собирайся, готовься. А что ж,
60-х годов до сих пор вот это вот все со всех, да, Америка там, со С всех 35-го года. еще. Да. И вот до сих пор не могут создать, как-то сделать. Друзья мои, время неумолимо. Уже пробовали, парнису. Вопрос. Вчера, Секунду. Да. Мы, наверное, забудем заканчивать. Ребята, у нас конец. У нас конец. Не у всех, не у всех, конечно, но конец. Дай вопрос, который писали. Секунду. Сейчас он вернется. Последний вопрос, и потому что время у нас чайной нету у нас. У нас чайной нету. Дети писали вопрос. Я не помню, что там. Вопрос какой-то интересный. Да, вопрос я... Ну, сейчас он придет, я... Придет, озвучим последний вопрос под запись. Просто, ребята, это информация интересная, надо, чтобы она дальше шла, не только для нас была. На самом деле мы имеем право задержать группу на 15 минут. Поэтому... Да мы все имеем право. И Все, но до последнего вопроса мы сворачиваем. я еще не знаю, везде, где можно. Да. Я сейчас, если найду, то я зачитаю его. Тем более открытое собрание. Какой промоциональный трезвость такое было? Вы сами ему помощь нужна? Вот Катя писала, как отличить волю Бога от своей воли. Катя! Катя! Как отличить волю Бога от своей воли? Вот твой вопрос. Как отличить волю от своей воли? Все, я скажу ему и последний вопрос. Классический вопрос. Классический вопрос, но именно его личный опыт. Как ему Естественно. удается и удается ли. Сейчас мы спросим. Потому что всегда это очень интересно. Его опыт, конечно. Как он это видит? Как у него получается. Ну, он здесь был уже. Как видит, а как Да, получается. давно, он старый знакомый. Нет, я знал, что он был, естественно, в группе еврейских. Нет, это я его привез. Хаим. Шейла охрана. Рега. Вопрос был такой. Как твой опыт? Как ты это видишь? Он понимает. Как отключить волю Бога от своей? עכשיו תרגום. בוגה זה אלוהים. כן, איך להבדיל בין הרצון האל על הרצוני? איך אתה רואה את זה, את הנוסחה הזאת, השאלה הזאת שקיימת? יש פילוסוף אחד, חכם מאוד, כבר לא חי. Есть один философ, הוא очень היה דתי, умный, ישעיהו ליבוביץ'. Лейбович. Фамилия, он уже не живут, не живой, но הוא היה כזה ממש תלמיד של קאנט, כל מיני פילוסופים. он был учеником Канта и таких известных философов мировых. תמיד שאלו אותו, אתה מאמין באלוהים? על האמונה. И его спрашивали про веру. Ты веришь в Бога? Про веру ему спрашивали. ותמיד הוא ענה תשובה, И, אני לא מעשן בשבת. и он всегда отвечал на вопрос: я не курю в субботу. למה הוא התכוון? Что он имел в виду? הוא הסביר את זה. Он объяснил это. האמונה זה חסר ערך לחלוטין, זה המצוות. מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה זה דבר אלוהים בשבילך? Он объяснил это. Сама вера по себе ничего не значит. Важно, что ты живешь, как ты соблюдаешь, какие правила, что ты делаешь по этому поводу. Сама по себе вера это не имеет никакого веса. אתה בוגד. Ты изменяешь, ты воруешь,
и ты делаешь какие-то вещи. ביהדות קוראים לזה תרי"ג מצוות. יש שולחן ערוך, 613 מצוות. לא יודע מי ספר В אותו. еврейской, в иудаизме 600 всяких хороших вещей. חסר משמעות. אני אמסור לאלוהים, אני אמסור לאלוהים, אולי תטפל בחוב שיש לך לבנק קודם. Не имеет смысла, говорит, я передам это Богу, я передам это Богу. Может, ты пойдешь, закроешь свой долг перед банком сначала? אולי תשאל את עצמך למה הילדים שלך לא רוצים לדבר איתך? Может, спроси себя, почему твои дети не хотят с тобой разговаривать? למה אשתך לשעבר הלכה למשטרה להגיש תלונה? Почему כי твоя אתה бывшая אלים? жена там, пошла в полицию и дает заявление זה на נורא тебя? קל להגיד, אני מסרתי לאלוהים ואני אשב потому- ביד, это אלוהים תעשה לי משהו. Это очень легко сказать, я все передал Богу, в распоряжение Бога, и сидеть на море и говорить, Боженька, дай мне все остальное. הוויכוח אם Всё, יש что было. אלוהים או אין אלוהים זה לא יש, זה לא מעניין אף אחד. А спор вообще есть Бог или нету Бога, это вообще не для, это не для анонимных алкоголиков, это не важно никому. מה המצוות שאני מוכן לקיים? Какие благословения или вещи я должен сделать? שלי, 12 צעדים, 12 מסורות, 12 קונספט. 12 шагов, 12 традиций, 12 концепций, какие принципы я должен применять, делать в своей жизни. כי אני לא מאמין באלוהים אחד. למה אלוהים אחד? אני פה לי Я не верю в одного Бога. הרבה Почему אלוהים, в одного? למה? Я могу אפרודיטיס, ונוס. и в греческого, и каких-то למה других. רק אלוהים אחד? כמו שהיה פעם. Я могу верить во что לא, угодно. זה בהומור אני אומר Он את זה. говорит это с точки зрения כוח с юмором. עליון בשבילי Для זה меня. לקבל את התפקיד שלי שאני עוד בן אדם בין 7 מיליארד בני אדם. И для меня высшая сила это то, чтобы определить свою должность, что я один из 7 миллиардов людей. שאני לא אלוהים, Я не Господь Бог, אני לא השופט העליון, я не Верховный Судья, אני לא המבקר שכל я הזמן не, רק не критик מבקר את и не כולם. оценщик, не осуждает ничего. אני גם никого. לא מורה של אף אחד. И я не учитель никого. אני אסיר תודה אם אני גומר 24 שעות בלי לשתות אלכוהול ובלי להזמין מוולט רעל בשבילי. Я благодарен только за эти 24 часа, что я могу не заказать пошел, алкоголь и она не пошел. заказать Волгу эти коржики, בשבילי זה которые для הכוח של меня האמונה. отрава. אני לא מניח תפילין, אני לא הולך Для לבית меня כנסת. это моя ברוב вера. הסיפורים האלה של אני לא מאמין, אבל אני אוהב את זה. Я не соблюдаю определенных традиций или процедур традиционных. בשביל- Я люблю это, но я не בשבילי הדת знаю. הכי גדולה בעולם זה המאגיה, האמונות התפלות. Для меня самая большая религия мировая это вера вот, в черную магию. Ну, не в черную, просто в магию. זה אנשים שחושבים שאם הם ישכבו על קבר, אז יהיה להם פרנסה והיא תיכנס להיריון. Люди думают, что если они будут полежать на чем-то гробу, у них будет достаток, счастье и радость. הכוח העליון שאיי לימד אותי להאמין בו, Высшая сила, которая меня научила верить в нее, זה היקום, זה השמש, זה это הכוכבים, вселенная, זה השמיים, זה האוויר, זה אתם. это ночь, это небо, это солнце, это вы. הכל חוץ ממני. Все, кроме меня. כי האגו שלי, וואו. Потому что эго мое это вау. חשבתי שאני הרי בן 82, אני יותר קרוב Мне לאפילוג всего מאשר 82, לפרולוג рак, שלכם. бен 82. Всего 82, но я больше уже на эпилог, да, чем на предисловие. אני אומר למשפחה שלי כזה בבדיחה, תגידו שמי שיבוא לקבר וישכב עליו,
יהיה לו פרנסה, יהיה לו, כמו בבא סאלי שם, Я тоже, תשימו קופה, והנה, יהיה לכם פרנסה. я как для юмора, я говорю своим детям, говорю там, своей семье, когда я умру, пускай приходят ко мне на могилу, ложатся там, и у них будет все проноса. А вы будете на этом המוח зарабатывать. הקרימינלי שלי עוד עובד, אה? И мой, как некоторые здесь другие религиозные лидеры, это так работает мое криминальное мышление. אפשר להפסיק להשתמש באלכוהול וסמים, Можно, גם אם לא מניחים תפילין. можно Да, не прекратить, съемчили. можно прекратить употреблять алкоголь и наркотики, даже не веря в Бога. ואפשר И לעשות не соблюдая טרנספורמציה, тарицу. להשתנות Это мой כבן опыт. אדם. И לעשות טרנספורמציה. происходит трансформация, изменение внутреннее. זה מה שנתן לי לפחות. Это то, что... אני לא אותו בן אדם שהייתי. Это то, что со мной произошло, это то, что мне Эй подарила, и я точно не тот человек, который был. גם לא אותו בן אדם שבא הנה לחגוג 20 שנה Я даже не тот человек, который במקלט 20 הזה. лет, Ну, 13 лет назад праздновал свои 20 лет, здесь же, на этом месте. כל הזמן אני לומד על עצמי ועל העולם. Каждый раз, все время я учусь о себе и об этом мире. אני אוהב אתכם, ותודה רבה. Я вас люблю и спасибо большое. Я прошу прощения, Гай, хочу только тебя поправить, я чуть-чуть перевел не так, он сказал, можно бросить алкоголь и наркотики, не веря в Бога, но не соблюдая молитвы, не ходя в церковь, не одевая тфилин, это он имел в виду. Он верит в Бога, Ну, не соблюдая традиционных религий. но веря в Бога. Вот. Окей. Не, окей. Друзья, наше собрание подходит к концу.